Национальной библиотеке республики в этом году исполняется 180 лет. Круглой дате была посвящена очередная экскурсия в рамках проекта «Пешком по Усть-Сысольску». Причем большая ее часть прошла в самом здании книгохранилища. Ольга Ануфриева подробнее. Первая публичная библиотека на Диком Севере была основана в 1837 году. Ее создали 7 общественников. Они собрали деньги и приобрели книги. Читателей поначалу было очень мало. Оно и понятно. Во-первых, за посещение читальни надо было платить. Да и грамотными в то время были всего 10% населения. Сегодня у Национальной библиотеки и посетителей хватает, и фонды солидные. Около 2 миллионов единиц. Вчера, готовясь к экскурсии, я даже с удивлением узнал, что, оказывается, наша национальная библиотека занимает второе место по размерам книжных фондов на северо-западе, уступая только Мурманской библиотеке. Ленинка. Так долгое время называли Национальную библиотеку. Появилась в 1958 году. Новая библиотека была необходима. В старом здании, чтобы попасть в читальный зал, люди стояли в очереди по 2 часа. Деньги на строительство буквально выбивал в Москве председатель Совета министров Коми СССР Зосим Апанев. Ему это удалось. Проект здания подготовили архитекторы Лопата и Лысяков. Национальная библиотека Республики Коми – это не просто огромное книгохранилище, это еще и уникальный памятник архитектуры регионального значения. Фасад здания украшает величественная колоннада Каримского ордера. Этот объект по праву можно считать визитной карточкой Сыктывкара. Несмотря на век информатизации, фонды библиотеки постоянно пополняются, и ей нужно больше места. Выручают металлические стеллажи. Палочка такая выручалочка для нас, потому что вот я захотела войти сюда, я вошла, поработала, вышла, прикрутила, зашла в следующий. То есть, соответственно, да, как гармошка. Мы сэкономили место. Самая интересная часть экскурсии – места, которые обычно недоступны простым читателям. Здесь самые старые и редкие экземпляры. Эту книгу мы считаем самой старой в нашем фонде. Это рукописная псалтырь. Примерно 17 век. Мы ее датируем. Иллюстраций в ней нет. Она выглядит достаточно традиционно в черной и красной красках. Да, вы видите, вот таким образом. Видно, что книга пожила, с богатой историей. Хранится этот экземпляр в специальной коробке, как и другие редкие книги. Некоторые, кстати, помещаются в футлярах для колец. Такие издания читать можно только с помощью лупы. Ольга Ануфриева, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Сыктывкар.